Дорогое дитя, представьте, что вы получаете прямое послание, полное утешение. Вы здесь не случайно. Этот момент был тщательно спланирован, чтобы передать вам слово надежды и ясности, которых вы так долго ждали. Это выходит за рамки простой записи. Это значимое послание, созданное специально для того, чтобы положительно повлиять на вашу жизнь и принести свет, которого вам, возможно, не хватало в последнее время. Не стоит недооценивать это послание. Очень важно, чтобы вы получали его с осторожностью. Я призываю вас быть твердыми и настойчивыми, доводить дело до конца и впитывать каждое слово, направленное к вашему сердцу. Обязуясь слушать, вы открываете двери для благословений, предназначенных для вас, которые будут течь свободно. Демонстрация вашей веры укрепляет эту связь. В комментариях он искренне заявляет, ведомый Богом. Хотя многие предпочитают отклоняться от Божьих слов, вы не один из них. Каждым действием и словом подтверждайте и укреплите свою любовь и веру в высшую силу. Вы здесь, потому что обладаете уникальной преданностью Создателю и готовы принять победу, которую Он приготовил для вас. Поделитесь своим признанием в любви в комментариях. «Я люблю Бога, с любовью говорит Он, моя вера нерушима». Сегодня слова, которыми я делюсь с вами, полны любви и заботы. Я хочу, чтобы ты внутренне понял, что твое существование выходит за пределы препятствий. Он полон тщательно спланированных возможностей для вашего успеха. Вы созданы по образу совершенства, с замечательными качествами и добрым сердцем. Очень важно искать спокойствие и доброту посреди хаоса. Только так вы сможете уловить божественные знаки, которые часто остаются незамеченными, когда вы принимаете безмятежную позу. Откровения жизни раскрываются с кристально ясными доказательствами. Если вы хотите вдохнуть в свой интерьер спокойствие и гармонию, оставьте свое намерение в комментариях. Подтверждая свое стремление к небесному миру, вы обладаете всеми качествами истинного победителя. Хотя неутомимые путешествия могут повлиять на ваше дыхание, поделитесь с надеждой, и я обновляю свою уверенность. Может показаться, что плоды ваших усилий не соответствуют вашим ожиданиям или данным вам обещаниям, однако помните, что каждый шаг, сделанный на этом пути, имеет свою ценность и цель. Давайте поразмышляем над учением послания к Галатам, глава 6, стихи 6-10, где мы находим утешение и руководство. Этот отрывок напоминает нам, что мы должны делиться своими благословениями с теми, кто учит нас Слову, и что мы не должны обманывать себя. Мы пожнем то, что посеяли. Поделитесь, мой урожай будет обильным. Приготовьтесь к тому времени, когда получаемые вами благословения не только наполнят вашу жизнь, но и переполнят ее, затрагивая всех вокруг вас, поощряя щедрость. Помните, что выбор, который приносит пользу другим, приносит урожай радости и изобилия, в то время как выбор, движимый личной жадностью, может нанести ущерб душе. Дорогой, сын, ты наслаждаешься путешествием сюда. Если это сообщение резонирует с вами, нажмите «Нравится», чтобы помочь нам расти. Не оставляйте этот момент только для себя. Поделитесь и распространите это сообщение. Самое невероятное еще впереди.
Так что зарегистрируйтесь сейчас и нажмите колокольчик, чтобы стать частью нашего сообщества. С другой стороны, когда ваши действия отражают свет Божьего Духа, не бывает слишком высоких гор и слишком длинных дорог. Почувствуйте силу этой истины. А если вы чувствуете вдохновение, поделитесь комментариями. «Я все могу через Христа, который укрепляет меня». Напишите с верой. Божественный свет направляет мои шаги. Братья и сестры, призыв Всевышнего – это призыв к мужеству и подтверждению того, что не случайно каждый из вас участвует в этом служении под опекой духовного наставника. Вам предлагается впитать небесную мудрость и привести свою жизнь в соответствие с божественным планом. Это ваша возможность отключиться от отвлекающих факторов мира и открыться священным целям, которые Бог приготовил для каждого из вас. Клара, мое присутствие – свидетельство веры. Возможно, вы стремитесь заполнить пустоту в своем сердце, стремитесь еще раз почувствовать близость к Богу, которую вы испытывали в прошлом. Здесь я обещаю, что помазание, которое заполнит эту пустоту, уже в пути. Когда я погружаюсь в священные писания, каждое слово, которое я передаю, является отражением послания Бога, а не просто личных чувств. Если ваша жизнь отмечена чудесами, считайте это столпом своей веры. Но имейте в виду, что даже те, кто твердо укоренился в вере, не полагаются исключительно на чудеса для подтверждения своей веры. Поделитесь, моя вера сильнее пресловутого горчичного зерна. Несмотря на это, я знаю, что многие все еще ищут знамений и руководства. Подобно дирижеру, различающему ноты симфонии, сердце, слушающее Бога, может услышать его спокойный голос среди криков существования. Подобно Илии, который в 3 царств 19 часов 13 минут нашел Бога не в буре или огне, а в тихом шепоте. Выразите с надеждой, присутствие Божие проявляется в спокойствии. И в заключение об основополагающем принципе, Иакова 4:6 напоминает нам о важности смирения перед Господом, как по отношению к смиренным, которым Он дарует свою благодать. Эта благодать является ключом к раскрытию внутренней силы, обеспечивающей устойчивость и настойчивость, чтобы противостоять любым невзгодам. Поделитесь, смирение укрепляет меня на жизненном пути, который наметил для вас Господь. Рассмотрите эти отчетливые и проясняющие слова «гонка за полноценное существование», обещаний и вызовов. Знайте, что каким бы трудным ни был путь, Бог рядом с вами и предлагает хорошие планы, чтобы предложить вам будущее, полное надежд. Даже во времена величайшей неопределенности, когда все кажется темным, сохраняйте веру, что свет истины Божией озарит ваши шаги. Я с благодарностью заявляю, мой день озарен надеждой. Доверяясь пути, истине и жизни, вы подчиняетесь божественной заботе и позволяете рукам, полным милосердия и понимания, вести вас. Приблизьтесь, чтобы обогатиться познанием Его великой любви настолько сильной, что она изгоняет всякий страх. Какими бы ни были ваши заботы и желания, представьте их Богу с благодарностью и признайте бесчисленные благословения, которые вы уже получили. Выразите это с надеждой. Благодарность открывает мне путь к духовной победе.
Вы становитесь живым источником вдохновения для тех, кто все еще ищет истину. Если у вас есть искреннее желание излучать Божий свет и прикасаться к жизни других, пожалуйста, не стесняйтесь выразить это намерение в комментариях. «Я хочу быть светом», с любовью заявляйте, «Я становлюсь сиянием надежды». Помните, что даже Иисус во время своей земной жизни сталкивался с ситуациями, требующими мужества и настойчивости. Но его величайшим достижением была победа воскресения, символа обновления и вечной жизни. Это означает, что даже в темные времена всегда наступает новый рассвет, полный возможностей и триумфов. Поделитесь верой, с каждым рассветом новое обетование. Этим утром Бог привел меня к Галатам 6, и прежде чем продолжить, я славлю Господа за Его любовь. Также поделитесь этой похвалой, написав в комментариях «Слава Господу». Послание к Галатам учит нас уроку постоянной настойчивости. Бог призывает нас твердо стоять в вере и уверяет, что если мы будем упорны, мы будем вознаграждены. Когда я получаю такое откровение, я обращаюсь к основополагающим священным писаниям, чтобы подтвердить это послание, поскольку голос Бога и Его написанное Слово находятся в совершенной гармонии. Слово Господа является основой моей веры, особенно во времена, когда кажется, что тьма берет верх. Необходимо вернуться к пониманию закона причины и следствия в Царстве Божьем. Этот принцип не ограничивается материальными благами, такими как наши финансы. Он также охватывает действия, мысли, усилия и вложенное драгоценное время. Чем больше щедрости вы сеете во всех этих аспектах, тем большим будет урожай. Поделитесь, в каждом действии я сею семена плодородного будущего. Этот принцип сеяния и жатвы имеет вечное эхо, которое не ограничивается вашей жизнью, но влияет на всех вокруг вас. Поэтому стойте твердо и не унывайте в своей вере и усилиях, ибо Священное Писание укрепляет нас. В послании к Галатам есть стих, подчеркивающий это прочное основание. «Дорогой, сын, прежде чем продолжить, поставь этому сообщению теплый лайк, если тебе нравятся слова, которыми ты поделился. И не стесняйтесь делиться, ваши действия способны вдохновить многих других. Вы уже подписаны на канал. Сделайте это и активируйте колокольчик, чтобы получать больше благословенного контента. Галатам 6:9 стих, который действует как якорь для души: «Не унываем, делая добро, ибо в свое время пожнем урожай, если не отступим». Это мощное обещание является вечным и суверенным. Оно является маяком абсолютной истины, которая управляет догматами веры. И если вы когда-нибудь почувствуете отстраненность или разобщенность в своих отношениях с Богом, вспомните слова Давида: «Бог готов обновить ваш разум, помазать вашу жизнь и наполнить ваше сердце своим присутствием и стойкой благодатью». Провозглашайте с надеждой: «Я приближаюсь к оживляющему присутствию Бога». Независимо от того, на каком этапе вашего духовного пути вы находитесь, вас сердечно приглашают присоединиться к нам в коллективном поиске более глубокого общения с Господом. Мы жаждем того же помазания, которое наполняет жизнь, силой встречая невзгоды и руководствуясь светом Святого Духа. Для тех, кто разделяет эти чувства,
пусть ваш голос будет услышан в комментариях. Мне нужно это помазание. Поделиться. В руках Бога я нахожу обновление. Испытывая это особое помазание, вы заметите, что реальность вокруг вас приобретает новые цвета и формы, сотканная из нитей необыкновенных событий и чудес, не поддающихся пониманию. Любой, кто испытал эту божественную близость, знает, насколько преображающим является погружение в Божью благодать. Однако на определенных этапах жизни человеку свойственно чувствовать разочарование или сомнение. Если вы почувствовали эту духовную связь, но теперь отдаляйтесь от нее, знайте, что помазание завет вас обратно в убежище Божие. Он пишет спокойно: «Ждет меня божественное помазание». Я призываю всех пережить это послание еще раз, поделившись проявлениями Бога в своей жизни, поделившись свидетельствами о Его чудесной силе в комментариях. В этот момент прикосновения Святого Духа, если у вас есть масло, особенно оливковое, обратитесь к 22-му псалму и позвольте миру и силе, которые символизируют такое действие, покрыть вас. Поделитесь. Под руководством Бога я хожу в вере. Я заметил, что многие выражали беспокойство и искали поддержки, будь то в комментариях или в личных молитвенных просьбах. Распространенным убеждением является признание нашей потребности в божественной помощи, поскольку некоторые проблемы превосходят наши возможности и требуют священного вмешательства. Бог готов вселить мужество и зажечь надежду, которая живет в каждом. Просите, ищите и стучите, ибо Он обещает присутствовать. Даже в долине смертной тени, утешая и направляя на путь праведности. Напишите с уверенностью в Боге: «Надежда моя воскресла». Знайте, что пути Господа высоки, и, подчиняя свою волю Его совершенной воле, верьте, что каждое встреченное испытание является необходимым шагом на жизненном пути. Я здесь, чтобы заверить вас, что вы никогда не будете идти один. Я рядом с вами, чтобы поддержать и разделить бремя каждого бремени. Если вы верите в божественную защиту вокруг вас, выразите свою веру в комментариях словами: «Боже, защити меня». Заявите с уверенностью: «Я нахожусь под опекой Всевышнего». Победа, о которой я говорю, имеет вечный резонанс. Она не эфемерна и не ограничивается земными победами. Это достижение, которое погружает в глубины существования, преодолевает страх, сомнения и эго, победа, которая заложена в сути вашего существа и соответствует божественной цели. В этом смысле я полностью уверен в планах Бога. Пути твои могут быть непостижимы, но сердце мое принимает их с непоколебимой верой. Напишите с надеждой: «В верой принимаю пути Господни». Человеческая мудрость ограничена, как верный слуга. Я, возможно, не понимаю всех подробностей проблем, с которыми вы сталкиваетесь. Единственная уверенность, которую я имею, исходит из откровений Бога. Именно благодаря вашему руководству я стремлюсь предложить поддержку и связь, потому что в конечном итоге мы все являемся частью одного и того же человеческого пути. Он комментирует: «Я нахожу утешение в божественном руководстве». Помните о силе упорства в добре. Бог обещает урожай тем, кто не сдается. Даже несмотря на то, что предстоящий путь может быть долгим,
и задачи трудными, ваше слово гарантирует. Эта настойчивость будет вознаграждена. Чтобы полностью понять его учение, углубитесь в принципы его царства, понимание которых принесет мир во времена неопределенности. Он спокойно пишет: «Настойчивость – ключ к миру». Учитывайте это, распространяя мудрость и любовь, результаты могут различаться. Некоторые смогут перенять общее знание, другие нет. Но это не умаляет ценности того добра, которое вы делаете, любовь и позитивная энергия, которую вы распространяете, неизбежно принесут свои плоды. Комментарий: добро, которое я сею, процветет. Чувствуете ли вы, что готовы полностью ответить на Божий призыв? Или нет, стойте твердо в своей вере и помните Его обещания. Бог действует быстро от имени тех, кто верит в Его силу. Важно понимать, что это не просто семя, это вера, которую мы в него вкладываем. Что действительно имеет значение, так это непоколебимая вера в способность Бога взрастить и вырастить это семя во что-то великолепное. Комментируйте с верой: «Моя уверенность в божественном прорастании абсолютна». Священное Писание уверяет нас, что мирские проблемы, с которыми мы сталкиваемся, будут решены благодаря величию Божьего учения. Если вы ищете более глубокую связь с Ним, знайте, что речь идет не просто о понимании Святого Духа. Речь идет об объятии Сына, Отца и всей необъятности божественной сущности. Он с надеждой заявляет: «Я ищу более глубокую связь с Божественным». Можно идентифицировать себя как христианина, не ощущая истинной близости с Богом. Я был в таком положении в прошлом, и если вы искренне начнете искать, вы можете обнаружить связь с Божественным, выходящую за рамки земного чувства, выходящие за пределы слов, и вы подтолкнете вас к жизни, полной благ, доброты и милосердия. Поделитесь безмятежно: «Я живу, погруженный в божественную благодать». Эта дарованная нам благодать гарантирует место в вечном Божьем доме. Жизнь Давида свидетельствует об этом особом помазании. Прежде чем взойти на престол в качестве царя, он был избран и помазан Самуилом по образу Саула. Такие благословения случаются, когда Бог стремится внести существенные изменения или отразить свою славу через примечательные провиденциальные события. Комментарий: «Я открыт переменам, которые хочет произвести Бог». Всегда помните, что, как и двум библейским братьям, Божьи помазания и благословения даются уникально, в соответствии с великими целями, которые Бог имеет для каждого из нас. Есть особые судьбы и помазания, которые ждут, чтобы их открыли и испытали те, кто верит и ищет присутствия Господа. С надеждой поделитесь: «Я твердо уверен в обетовании Божьего помазания». Сегодня Бог говорит с тобой, дорогой сын. Представьте, что вы получили прямое и утешительное послание. Вы приехали сюда не случайно. Этот момент был тщательно организован, чтобы донести до вас слово надежды и ясности, то, чего вы искали в течение некоторого времени. Это не просто обычное общение, это значимое послание, созданное специально для того, чтобы коснуться вашей жизни и принести свет, которого, возможно, недавно не хватало. Крайне важно не игнорировать это сообщение, не обратив на него внимания.
Мне нужно, чтобы вы оставались твердыми и настойчивыми в своем стремлении слушать, впитывая каждое слово, обращенное к вашему сердцу. Приняв на себя обязательство уделять внимание, вы открываете двери для благословений, предназначенных для вас, которые будут течь свободно. Чтобы укрепить эту связь, покажите свою веру сердечным «Аминь» в комментариях. Поделитесь с верой. Бог ведет меня своим светом. Хотя многие люди предпочитают отклониться от пути Божьих слов, ваш случай иной. Почувствуйте и подтвердите свою любовь и веру в высшую силу каждым действием и словом. Если вы здесь, то это потому, что вы сохраняете уникальную преданность Создателю и готовы принять победу, которую Он приготовил для вас. Запишите свое признание в любви в комментариях, чтобы все могли видеть: «Моя любовь к Богу глубока». Он с любовью заявляет: «Моя вера крепка, как скала». Сегодня слова, которыми я делюсь, полны тепла и нежности, потому что я хочу, чтобы вы поняли, что ваше существование не ограничивается простыми препятствиями. Он полон тщательно спланированных возможностей для достижения успеха. Вы созданы по образу совершенства, с замечательными качествами и добрым сердцем. Очень важно искать спокойствие и доброту посреди хаоса. Только тогда вы сможете воспринимать божественные знаки, которые часто остаются незамеченными. Когда вы принимаете спокойную позу, жизненные откровения раскрываются с кристально чистой очевидностью. Если вы желаете вдохнуть в свой дом безмятежность и гармонию, четко обозначьте свое намерение в комментариях, указав свое стремление к райскому миру. Вы уже обладаете всеми качествами настоящего завоевателя, хотя иногда неутомимые путешествия могут повлиять на ваше дыхание. Поделитесь с надеждой: «Моя уверенность возобновилась». Может показаться, что плоды ваших усилий не соответствуют вашим ожиданиям или данным вам обещаниям. Однако важно помнить, что каждый шаг, сделанный на этом пути, имеет свою ценность и цель. Давайте поразмышляем над учением послания к Галатам, глава 6, стихи с 6 по 10, где мы находим утешение и увещевание. Этот отрывок напоминает нам, что мы должны делиться своими благословениями с теми, кто учит нас Слову, и что мы не должны ошибаться, что мы сеем, то и пожнем, во благо или во зло. Поделиться: «Мой урожай будет обильным». Приготовьтесь к тому времени, когда получаемые вами благословения не только наполнят вашу жизнь, но и переполнят ее, затрагивая всех вокруг вас и поощряя щедрость. Помните, что выбор, который приносит пользу другим, приносит урожай радости и изобилия, в то время как выбор, движимый личной жадностью, может нанести ущерб душе. Дорогой, сын, ты наслаждаешься путешествием сюда. Если это послание обращено к вам, воспользуйтесь им, чтобы помочь нам расти, и не держите этот момент в себе. Поделитесь и распространите это сообщение. Самое невероятное еще впереди. Так что зарегистрируйтесь сейчас и нажмите колокольчик, чтобы стать частью нашего сообщества. С другой стороны, когда ваши действия отражают свет Божьего Духа, не бывает слишком высоких гор и слишком длинных дорог. Почувствуйте силу этой истины. А если вы чувствуете вдохновение, поделитесь комментариями, и я всемогу в укрепляющем меня Иисусе Христе.
Поделитесь с верой. Божественный свет направляет мои шаги. Братья и сестры, призыв Всевышнего – это призыв к мужеству и подтверждению того, что не случайно каждый из вас участвует в этом служении под руководством духовного лидера. Вам предлагается впитать небесную мудрость и привести свою жизнь в соответствие с божественным планом. Это ваша возможность отключиться от отвлекающих факторов мира и открыться исполнению целей, которые Бог приготовил для каждого из вас. Провозгласите «Мое присутствие – свидетельство веры». Возможно, вы стремитесь заполнить пустоту в своем сердце, стремитесь еще раз ощутить близость к Богу, которую вы испытывали в прошлом. Здесь я даю обещание, что помазание заполнит эту пустоту. Находится в пути. Когда я погружаюсь в священные писания, каждое слово, которое я передаю, является отражением послания Бога, а не просто личных чувств. Если ваша жизнь отмечена чудесами, считайте это столпом своей веры. Но имейте в виду, что даже те, кто твердо укоренился в вере, не полагаются исключительно на чудеса для подтверждения своей веры. Он комментирует: «Моя вера сильнее пресловутого горчичного зерна». Несмотря на это, я знаю, что многие по-прежнему ищут знаков и указаний, подобно дирижеру, различающему ноты симфонии. Сердце, слушающее Бога, может услышать Его тихий голос среди криков существования, подобный Илии, который в 3 царств 19 часов 13 минут встретил Бога не в буре или огне, а тихим шепотом. Он с надеждой пишет: «Присутствие Божие проявляется в спокойствии». И в заключение об основополагающем принципе Иакова 4:6 напоминает нам о важности смирения перед Господом, как по отношению к смиренным, которым Он дарует свою благодать. Эта благодать является ключом к раскрытию внутренней силы, обеспечивающей устойчивость и настойчивость, чтобы противостоять любым невзгодам. Поэтому, приняв смирение, человек ожидает избытка божественной благодати во всех аспектах жизни. Комментарий. Смирение укрепляет меня на жизненном пути, который наметил для вас Господь. Примите во внимание их существование, полное обещаний и вызовов. Знайте, что каким бы трудным ни был путь, Бог рядом с вами и предлагает хорошие планы, чтобы предложить вам будущее, полное надежд. Даже во времена величайшей неопределенности, когда все кажется темным, сохраняйте веру, что свет истины Божией озарит ваши шаги. Скажите с благодарностью: «Мой день озарен надеждой». Доверяясь пути, истине и жизни, вы подчиняетесь божественной заботе и позволяете рукам милосердия и понимания вести вас. Приблизьтесь, чтобы обогатиться знанием о Его великой любви. Любовь настолько сильна, что прогоняет весь страх. Какими бы ни были ваши заботы и желания, представьте их Богу с благодарностью и признайте бесчисленные благословения, которые вы уже получили. Он пишет с надеждой: «Благодарность открывает мне путь к духовной победе». Вы становитесь живым источником вдохновения для тех, кто все еще ищет истину. Если у вас есть искреннее желание пролить Божий свет и коснуться жизни других, пожалуйста, не стесняйтесь выразить это намерение в комментариях. «Я хочу быть светом», — с нежностью заявляет он, — «я становлюсь маяком надежды».
Помните, что даже Иисус во время своей земной жизни сталкивался с ситуациями, требующими мужества и настойчивости. Но его величайшим достижением была победа воскресения, символа обновления и вечной жизни. Это означает, что даже в темные времена всегда наступает новый рассвет, полный возможностей и триумфов. Комментируйте с верой. С каждым рассветом приходит новое обетование. Этим утром Бог привел меня к Галатам 6, и прежде чем продолжить, я превозношу Господа в Его любви. Также поделитесь этим восторгом, написав в комментариях «Слава Господу». Послание к Галатам учит уроку постоянной решимости. Бог призывает нас проявлять стойкость в вере и уверяет, что если мы останемся стойкими, мы будем вознаграждены. Всякий раз, когда я получаю такое откровение, я обращаюсь к основополагающим священным писаниям, чтобы подтвердить это послание, потому что голос Бога и Его Слово находятся в совершенной гармонии. Он спокойно пишет: «Слово Господне – основание моей веры». Во времена, когда тьма, кажется, сохраняется, крайне важно вернуться к пониманию закона причины и следствия Царства Божьего. Этот принцип выходит далеко за рамки осязаемых вещей, таких как наши финансы. Оно также включает в себя действия, мысли, усилия и вложенное драгоценное время. Чем обильнее вы засеете на всех этих полях, тем больше будет урожай. Комментарий. В каждом действии я сею семена благодатного будущего. Этот принцип сеяния и жатвы является вечным эхом, которое не ограничивается вашей жизнью, но которое влияет на всех вокруг вас. Поэтому оставайтесь стойкими и не колеблетесь в своей вере и усилиях, как учат нас Священное Писание. В послании к Галатам есть стих, который подчеркивает это прочное основание: «Сын мой». Прежде чем мы продолжим, сделайте небольшую паузу, чтобы дать нам это теплое чувство, как будто вы соединяетесь со словами, которыми вы делитесь. И не стесняйтесь нажать кнопку «Поделиться», ваше действие может вдохновить многих других людей. Вы уже подписаны на канал. Сделайте это и нажмите колокольчик, чтобы получить еще больше благословенного контента. Галатам 6:9 стих, который действует как якорь для души. «И не устанем делать добро, ибо в свое время мы пожнем урожай, если не сдадимся». Это мощное обещание остается вечным и суверенным, маяком абсолютной истины, управляющей догматами веры. И если вы когда-нибудь почувствуете отстраненность или разобщенность в своих отношениях с Богом, вспомните слова Давида: «Бог более чем готов обновить ваш разум, помазать вашу жизнь и наполнить ваше сердце своим присутствием и добротой, непогрешимой благодатью». Заявите с надеждой: «Я приближаюсь к оживляющему присутствию Бога». На каком бы этапе вашего духовного пути вы ни находились, вас сердечно приглашают присоединиться к нам в коллективном поиске более глубокого общения с Господом. Мы вместе стремимся к тому же помазанию, которое наполняет жизнь, преодолевая невзгоды, облеченные силой и направляемые светом Святого Духа. Тем, кто разделяет эти чувства, пожалуйста, позвольте своим голосам быть услышанными в комментариях. Нуждаясь в этом помазании, он комментирует: «В руках Божьих я нахожу обновление». Испытывая это особое помазание,
вы заметите, что реальность вокруг вас приобретает новые цвета и формы, сотканная из нитей необыкновенных событий и чудес, не поддающихся пониманию. Любой, кто испытал эту божественную близость, знает, насколько преображающим является погружение в Божью благодать. Однако на определенных этапах жизни человеку свойственно чувствовать разочарование или сомнение. Если вы почувствовали эту духовную связь, но сейчас отдаляете ее, знайте, что помазание зовет вас обратно к Богу. Он пишет спокойно: «Ждет меня божественное помазание». Я призываю всех вновь пережить это послание, делясь проявлениями Бога в своей жизни, публично свидетельствуя о Его чудесной силе в комментариях. В этот момент прикосновения Святого Духа возьмите с собой масло, особенно оливковое, Псалом 22, и позвольте себе окутаться миром и силой, которые символизируют такое действие. Комментарий. Под руководством Бога я хожу в вере. Я заметил, что многие выражали чувство беспокойства и искали поддержки, будь то в комментариях или в личных молитвенных просьбах. Распространенным убеждением является признание нашей потребности в божественной помощи, поскольку некоторые проблемы превосходят наши возможности и требуют священного вмешательства. Бог готов вселить мужество и зажечь надежду, которая живет в каждом. Это просто просить, искать и стучать, ибо Он обещает присутствовать даже в долине смертной тени, утешая и направляя на путь праведности. Пишите с уверенностью: «В Боге воскресла моя надежда». Я знаю, что пути Господа высоки, и когда вы подчиняете свою волю Его совершенной воле, вы верите, что каждое испытание, с которым вы сталкиваетесь, является необходимым шагом на жизненном пути. Я здесь, чтобы заверить вас, что вы всегда идете не один, я рядом с вами, поддерживая и разделяя ваш вес. Любой оплаты. Если вы верите в божественную защиту вокруг вас, выразите свою веру в комментариях словами: «Боже, защити меня». Заявите с уверенностью: «Я нахожусь под опекой Всевышнего». Победа, о которой я говорю, имеет вечный резонанс. Оно не эфемерно и не ограничивается земными победами. Это свершение, погружающее в глубину существования. Это преодолевает страх, сомнения и эго, победа, которая заложена в сути вашего существа и соответствует божественной цели. В этом смысле я полностью уверен в планах Бога. Пути твои могут быть непостижимы, но сердце мое принимает их с непоколебимой верой. Напишите с надеждой: «В верой принимаю пути Господни». Человеческая мудрость ограничена. Как верный слуга, я, возможно, не понимаю всех подробностей проблем, с которыми вы сталкиваетесь. Единственная уверенность, которую я имею, исходит от печати Божьей. Именно благодаря вашему руководству я стремлюсь предложить поддержку и связь, потому что в конечном итоге мы все являемся частью одного и того же человеческого пути. Он комментирует: «Я нахожу утешение в божественном руководстве». Помните о силе упорства в добре. Бог обещает урожай тем, кто не сдается. Хотя предстоящий путь может быть долгим, а задачи трудными, Его слово гарантирует, что настойчивость будет вознаграждена. Чтобы полностью понять Его учение, углубитесь в принципы Его царства,
понимание которых принесет мир во времена неопределенности. Он спокойно пишет: «Настойчивость – ключ к миру». Учитывайте это, распространяя мудрость и любовь. Результаты могут различаться, некоторые могут перенять общее знание, а другие нет. Но это ни в коей мере не умаляет ценности того добра, которое вы делаете. Любовь и позитивная энергия, которую вы распространяете, неизбежно принесут свои плоды. Комментарий: добро всегда будет процветать, независимо от того, чувствуете ли вы готовность полностью ответить на Божий призыв. Стойте твердо в своей вере и помните свои обещания. Бог действует быстро от имени тех, кто верит в Его силу. Важно понять, что это больше, чем семя, это вера. Мы непоколебимо верим в способность Бога питать и превращать это семя в нечто великолепное. Вот что действительно важно. Комментируйте с верой: «Моя уверенность в божественном прорастании абсолютна». Священное Писание уверяет нас, что временные трудности, с которыми мы сталкиваемся, затмятся величием Божьего учения. Если вы ищете более глубокую связь с Ним, имейте в виду, что речь идет не просто о понимании Святого Духа, речь идет об объятии Сына, Отца и всей необъятности божественной сущности. Он с надеждой заявляет: «Я ищу более глубокую связь с Божественным». Можно идентифицировать себя как христианина, не ощущая истинной близости с Богом. Я уже был в таком положении раньше, но, будучи полностью искренним в своих поисках, вы можете открыть для себя трансцендентную близость к Богу, чувство, не поддающееся описанию, которое побуждает вас к существованию, наполненному благословением, добротой и милосердием. Он пишет спокойно: «Я погружен в божественную благодать». Эта благодать, данная нам, гарантирует место в доме. Жизнь Давида является свидетельством этого особого помазания. Прежде чем стать царем, он был избран и помазан Самуилом, как и Саул. Такие благословения даются Богом, когда Он стремится внести существенные изменения или отразить свою славу через примечательные провиденциальные события. Комментарий: открыты для перемен, которые хочет произвести Бог. Всегда помните об этом и знайте, что, как и два брата в Библии, Божьи помазания и благословения даются уникально, в соответствии с великими целями, которые Бог имеет для каждого из нас. Существуют особые замыслы и помазания, которые ждут, чтобы их открыл и испытал каждый человек, который верит и ищет лица Господа. Он пишет с ожиданием, утвержден обетованием божественного помазания. «Сын мой, Бог говорит с тобой сегодня». Представьте, что вы получили прямое и утешительное послание. Вы приехали сюда не случайно. Этот момент был тщательно организован, чтобы принести вам слово надежды и ясности, которых вы так долго ждали. Это не просто запись, это значимое послание, созданное специально для того, чтобы коснуться вашей жизни и принести свет, которого, возможно, недавно не доставало. Крайне важно не пропустить это сообщение, не обратив на него внимания. Мне нужно, чтобы ты был тверд и настойчив. Желаю вам довести это до конца и впитать каждое слово, предназначенное вашему сердцу. Обязуясь слушать, вы открываете двери для благословений,
предназначенных для вас, которые будут течь свободно. Чтобы укрепить эту связь, покажите свою веру сердечным «Аминь» в комментариях. С верой провозгласите: «Бог ведет меня своим светом». Многие люди предпочитают отклониться от пути Божьих слов, но это не ваш случай. Почувствуйте и подтвердите свою любовь и веру в высшую силу каждым действием и словом. Если вы здесь, то это потому, что вы сохраняете уникальную преданность Создателю и готовы принять победу, которую Он приготовил для вас. Запишите свое признание в любви в комментариях, чтобы все увидели: «Я люблю Бога». Он с любовью заявляет: «Моя вера крепка, как скала». Сегодня слова, которые я приношу, полны нежности и привязанности, потому что я хочу, чтобы вы поняли, что ваше существование не ограничивается простыми препятствиями. Он богат возможностями для достижения успеха, тщательно спланированными для вас. Вы созданы по образу совершенства, с замечательными качествами и добрым сердцем. Мы должны искать спокойствие и доброты посреди хаоса. Только тогда вы сможете воспринимать божественные знаки, которые часто остаются незамеченными. Когда мы принимаем спокойную позу, откровения жизни раскрываются с кристально чистой очевидностью. Если вы желаете вдохнуть в свой интерьер спокойствие и гармонию, четко изложите свои намерения в комментариях. Подтвердите свое стремление к небесному миру. Вы уже обладаете всеми качествами настоящего завоевателя, хотя иногда неутомимые путешествия могут повлиять на ваше дыхание. Он с надеждой комментирует: «Моя уверенность возобновилась». Возможно, плоды ваших усилий не соответствуют вашим ожиданиям или данным вам обещаниям. Однако важно помнить, что каждый шаг, сделанный на этом пути, имеет свою ценность и цель. Давайте поразмышляем над учением послания к Галатам, глава 6, стихи 6-10, где мы находим утешение и руководство. Этот отрывок напоминает нам, что мы должны делиться своими благословениями с теми, кто учит нас Слову, и что мы не должны обманывать себя. Мы обязательно пожнем то, что сеем, будь то во благо или во зло. Он комментирует: «Мой урожай будет обильным». Приготовьтесь к тому времени, когда получаемые вами благословения не только наполнят вашу жизнь, но и переполнят ее, затрагивая всех вокруг вас, поощряя щедрость. Помните, что выбор, который приносит пользу другим, приносит урожай радости и изобилия, в то время как выбор, движимый личной жадностью, может иметь тяжелые последствия для души, дитя мое. Наслаждайтесь путешествием, и если это сообщение трогает ваше сердце, любите его, чтобы помочь нам расти, и не держите этот момент в себе. Поделитесь и распространите это сообщение. Самое невероятное еще впереди. Так что зарегистрируйтесь сейчас и нажмите колокольчик, чтобы стать частью нашего сообщества. С другой стороны, когда ваши действия отражают свет Божьего Духа, не бывает слишком высоких гор и слишком длинных дорог. Почувствуйте силу этой истины. А если вы чувствуете вдохновение, поделитесь комментариями. Все могу через того, кто укрепляет меня. Пишите с верой. Божественный свет направляет мои шаги. Братья и сестры, призыв Всевышнего – это призыв к мужеству.
понимание и подтверждение того, что не случайно каждый из вас является частью этого служения. Под опекой духовного наставника вам предлагается впитать небесную мудрость и привести свою жизнь в соответствие с божественным планом. Это ваша возможность отключиться от отвлекающих факторов мира и открыться священным целям, которые Бог приготовил для каждого из вас. Провозгласите «Мое присутствие – свидетельство веры». Возможно, вы стремитесь заполнить пустоту в своем сердце, стремитесь еще раз ощутить близость к Богу, которую вы испытывали в прошлом. Здесь я обещаю, что помазание, которое заполнит эту пустоту, уже в пути. Когда я погружаюсь в священные писания, каждое слово, которое я передаю, является отражением послания Бога, а не просто личных чувств. Если ваша жизнь отмечена чудесами, считайте это столпом своей веры. Но имейте в виду, что даже те, кто твердо укоренен в вере, не полагаются исключительно на чудеса для подтверждения своей веры. Он комментирует: «Моя вера сильнее пресловутого горчичного зерна». Несмотря на это, я знаю, что многие по-прежнему ищут знаков и указаний, подобно дирижеру, различающему ноты симфонии. Сердце, слушающее Бога, может услышать Его тихий голос среди криков существования, подобно Илии, который в 3 царств 19 часов 13 минут встретил Бога не в буре или огне, а тихим шепотом. Он с надеждой пишет: «Присутствие Божие проявляется в спокойствии». И в заключение об основополагающем принципе Иакова 4:6 напоминает нам о важности смирения перед Господом, как по отношению к смиренным, которым Он дарует свою благодать. Эта благодать является ключом к раскрытию внутренней силы, обеспечивающей устойчивость и настойчивость, чтобы противостоять любым невзгодам. Принимая смирение, помните, что мы вкладываем в него непоколебимую веру, в способность Бога взрастить и вырастить это семя во что-то великолепное. Ожидается избыток божественной благодати во всех аспектах жизни. Комментарий: смирение укрепляет меня на том пути, на пути жизни, который наметил для тебя Господь. Думайте об этом как об отчетливом и ярком соревновании по жизни, полном обещаний и испытаний. Знайте, что каким бы трудным ни был путь, Бог рядом с вами и предлагает хорошие планы, чтобы предложить вам будущее, полное надежд. Даже во времена величайшей неопределенности, когда все кажется темным, сохраняйте веру, что свет истины Божией озарит ваши шаги. С благодарностью заявляю: мой день освящен надеждой. Доверяясь пути, истине и жизни, вы подчиняетесь божественной заботе и позволяете рукам, полным милосердия и понимания, вести вас. Приблизьтесь, чтобы обогатиться познанием Его великой любви настолько сильной, что она изгоняет всякий страх. Какими бы ни были ваши заботы и желания, представьте их Богу с благодарностью и признайте бесчисленные благословения, которые вы уже получили. Пишите с надеждой: «Благодарность ведет меня». Достигая духовной победы, вы становитесь живым источником вдохновения для тех, кто все еще ищет свою истину. Если у вас есть искреннее желание пролить свет Божий и коснуться жизни других, пожалуйста, не стесняйтесь выразить это намерение в комментариях. Недостаток: «Я хочу быть светом». Оставь свою любовь во времена тьмы,
всегда есть новый рассвет, полный возможностей и триумфов. Комментируйте с верой. С каждым рассветом приходит новое обещание. Сегодня утром Бог привел меня к Галатам 6, и прежде чем продолжить, я превозношу Господа в Его любви. Также поделитесь этим восторгом, написав в комментариях «Слава Господу». Послание к Галатам учит уроку постоянной решимости. Бог призывает нас проявлять стойкость в вере и уверяет, что если мы останемся стойкими, мы будем вознаграждены. Всякий раз, когда я получаю такое откровение, я обращаюсь к основополагающим священным писаниям, чтобы подтвердить это послание, потому что голос Бога и Его написанное слово находятся в совершенной гармонии. Пишите спокойно, Слово Господне – основание моей веры. В то время, когда тьма, кажется, берет верх, крайне важно вернуться к пониманию закона причины и следствия Царства Божьего. Этот принцип выходит далеко за рамки осязаемых вещей, таких как наши финансы. Оно также включает в себя действия, мысли, усилия и вложенное драгоценное время. Чем обильнее вы засеете на всех этих полях, тем больше будет урожай. Комментарий. В каждом действии я сею семена плодородного завтра. Этот принцип сеяния и жатвы является вечным эхом, которое не ограничивается вашей жизнью, но влияет на всех вокруг вас. Поэтому оставайтесь решительными и не колеблетесь в своей вере и решимости, ибо Священное Писание укрепляет нас. В послании к Галатам есть стих, который подчеркивает это прочное основание «Сын мой». Прежде чем мы сделаем небольшой перерыв, поставьте нам сердечный лайк, если вам нравятся слова, которыми вы поделились, и не стесняйтесь нажать кнопку «Поделиться». Ваши действия способны вдохновить многих других. Вы уже подписаны на канал. Сделайте это и нажмите колокольчик, чтобы получить еще больше благословенного контента. Галатам 6 стих, который служит якорем для души, «И не унываем делать добро, ибо в свое время пожнем урожай, если не сдадимся». Это мощное обещание остается вечным и суверенным, маяком абсолютной истины, управляющей догматами веры. Если вы когда-либо чувствовали себя отстраненными или оторванными от своих отношений с Богом, вспомните, что сказал Давид. Бог более чем готов обновить ваш разум, помазать вашу жизнь и наполнить ваше сердце своим присутствием и неизменной благодатью. Провозгласите с надеждой: «Я приближаюсь к оживляющему присутствию Бога». На какой бы стадии вашего духовного пути вы ни находились, вас сердечно приглашают присоединиться к нам в коллективном поиске более глубокого общения с Господом. Вместе стремитесь к тому же помазанию, которое наполняет жизнь, встречая невзгоды, облеченные силой и направляемые светом Святого Духа. Тем, кто разделяет эти чувства, пожалуйста, позвольте своим голосам быть услышанными в комментариях. Мне нужно это помазание. Комментарий: в руках Божьих я обретаю обновление. Испытывая это особое помазание, вы заметите, что реальность вокруг вас приобретает новые цвета и формы, сотканная нитями необыкновенных событий и чудес. Помимо понимания, все, кто пережил эту божественную близость, знают, насколько преображающим является погружение в Божью благодать. Однако на определенных этапах жизни человеку свойственно чувствовать разочарование или сомнение.
Если вы когда-либо чувствовали эту духовную связь, но отошли от нее, знайте, что помазание призывает вас вернуться к Богу. Напиши спокойно: «Меня ждет божественное помазание». Я призываю всех вновь пережить это послание, поделившись проявлениями Бога в своей жизни. Публикуйте в комментариях свидетельства о своей чудесной силе. В этот момент, когда вас коснулся Святой Дух, если у вас есть масло, особенно оливковое, обратитесь к 22-му псалму и позвольте себе окутаться миром и силой, которые символизируют такой поступок. Комментарий под руководством Бога «Я хожу в вере». Я заметил, что многие выражали чувство беспокойства и искали поддержки, будь то в комментариях или в личных молитвенных просьбах. Распространенным убеждением является признание нашей потребности в божественной помощи, поскольку некоторые проблемы превосходят наши возможности и требуют священного вмешательства. Бог готов вселить мужество и зажечь надежду, которая живет в каждом. Это просто просить, искать и стучать, ибо Он обещает присутствовать даже в долине смертной тени, утешая и направляя на путь праведности. Пишите с уверенностью: «В Боге воскресает моя надежда». Знайте, что пути Господа высоки, и когда вы подчиняете свою волю Его совершенной воле, вы верите, что каждое испытание, с которым вы сталкиваетесь, является необходимым шагом на жизненном пути. Я здесь, чтобы убедиться, что ты никогда не ходишь один. Я на вашей стороне, поддерживая и разделяя бремя каждого бремени. Если вы верите в божественную защиту, которая вас окружает, выразите свою веру в комментариях словами: «Боже, защити меня». Заявите с уверенностью: «Я нахожусь под опекой Всевышнего». Победа, о которой я говорю, имеет вечный резонанс. Оно не эфемерно и не ограничивается земными победами. Это достижение, которое погружает в глубины существования, преодолевает страх, сомнения и эго, победа, заложенная в сути вашего существа и соответствующая божественной цели. В этом смысле я полностью уверен в планах Бога. Пусть пути твои непостижимы, но сердце мое твердо принимает их. Пишите с надеждой: «С верою принимаю пути Господни». Человеческая мудрость ограничена. Как верный слуга, я, возможно, не понимаю всех подробностей проблем, с которыми вы сталкиваетесь. Единственная уверенность, которую я имею, исходит из откровений Бога. Именно благодаря вашему руководству я стремлюсь предложить поддержку и связь, потому что в конечном итоге мы все являемся частью одного и того же человеческого пути. Комментарий: «Я нахожу утешение в божественном руководстве». Помните о силе упорства в добре. Бог обещает урожай тем, кто не сдается. Хотя предстоящий путь может быть долгим, а задачи трудными, Его слово гарантирует, что настойчивость будет вознаграждена. Чтобы полностью понять Его учение, углубитесь в принципы Его Царства, понимание которых принесет мир во времена неопределенности. Пишите спокойно: настойчивость – залог мира. Учитывайте это, распространяя мудрость. Влияние Божественного Царства выходит за рамки осязаемого и охватывает наши финансы, наши действия, наши мысли и потраченное драгоценное время.
Если вы посеете больше богатства на этих землях, урожай станет более обильным. Выражаясь в каждом действии, я сею семена плодотворного завтра. Этот принцип посева и жатвы находит отклик вечно, не ограничиваясь вашей жизнью, но влияя на всех вокруг вас. Поэтому сохраняйте свою решимость и не колеблетесь в вере или усилиях, ибо священные писания дают нам силу. Стих из послания к Галатам подчеркивает эту прочную основу, дорогое дитя. Прежде чем мы продолжим, пожалуйста, найдите минутку и тепло поддержите нас лайком, если эти слова что-то для вас значат. И не стесняйтесь нажимать кнопку «Поделиться», ваши действия способны вдохновить многих других. Вы уже присоединились к каналу. Сделайте это и активируйте колокольчик, чтобы получать больше благословенного контента. Галатам 6 стих, который служит якорем для души, «И не унываем делать добро, ибо в свое время пожнем урожай, если не сдадимся». Это мощное обещание остается вечным и суверенным. Оно является руководством к абсолютной истине, которая управляет принципами веры. Если вы когда-нибудь почувствуете отстраненность или разобщенность в своих отношениях с Божественным, вспомните слова Давида. Бог готов оживить ваш дух, помазать вашу жизнь и наполнить ваше сердце своим присутствием и неизменной благодатью. Провозглашайте с надеждой: «Я приближаюсь к оживляющему присутствию Бога». На каком бы этапе вашего духовного пути вы ни находились, вас сердечно приглашают присоединиться к нам в коллективном поиске более глубокого общения с Господом. Мы вместе жаждем этого наполняющего жизнь помазания, с силой встречая невзгоды и руководствуясь светом Святого Духа. Для тех, кому близки эти чувства, позвольте своим голосам быть услышанными в комментариях. Мне нужно это помазание. Говори: в руках Божьих я найду обновление. Испытывая это особое помазание, вы заметите, что реальность вокруг вас приобретает новые оттенки и формы, сотканную нитями необыкновенных событий и чудес, непостижимых. Любой, кто когда-либо переживал эту божественную близость, знает, насколько преображает пребывание в окружении Божьей благодати. Однако на определенных этапах жизни человеку свойственно чувствовать разочарование или сомнение. Если вы когда-либо чувствовали эту духовную связь, но отдалились от нее, знайте, что помазание призывает вас вернуться к Богу. Напиши спокойно: «Меня ждет божественное помазание». Я призываю всех вновь пережить это послание, делясь проявлениями Божественного в своей жизни. Поделитесь в комментариях свидетельствами вашей чудесной силы в этот момент, когда вас коснулся Святой Дух. Если у вас есть масло, особенно оливковое, обратитесь к 23-му псалму и позвольте миру и силе, которые символизируют такой поступок, омоют вас. Экспресс: под руководством Бога я хожу в вере. Я заметил, что многие выражали чувство беспокойства и искали поддержки, будь то в комментариях или в личных молитвенных просьбах. Распространенным убеждением является признание нашей потребности в Божественном, поскольку некоторые проблемы выходят за рамки наших способностей и требуют священного вмешательства. Бог готов вселить мужество и зажечь надежду, которая живет в каждом. Это просто просить, искать и стучать, ибо Он обещает присутствовать даже в долине смертной тени,
утешая и направляя на путь праведности. Пишите с уверенностью: «В Боге воскресает моя надежда». Осознайте, что пути Господа высоки, и когда вы подчиняете свою волю Его совершенной воле, вы верите, что каждое испытание, с которым вы сталкиваетесь, является необходимым шагом на жизненном пути. Я здесь, чтобы заверить вас, что вы всегда не одиноки. Я рядом с вами, чтобы поддержать и разделить бремя любого бремени. Если вы верите в божественную защиту, которая вас окружает, выразите свою веру в комментариях словами: «Боже, защити меня». Заявите с уверенностью: «Я нахожусь под опекой Всевышнего». Победа, о которой я говорю, имеет вечное эхо, а она не эфемерна и не ограничивается земными победами. Это достижение, которое проникает в самую суть существования, преодолевая страх, сомнения и эго, победа, коренящаяся в сути вашего существа и соответствующая божественной цели. В этом смысле я полностью уверен в планах Бога. Пусть пути ваши неисповедимы, но сердце мое принимает их с непоколебимой верой. Пишите с надеждой: «С верою принимаю пути Господни». Человеческая мудрость ограничена. Я, как верный слуга, не могу понять всех подробностей стоящих перед вами задач. Единственная уверенность, которую я имею, исходит из откровений Бога. Именно благодаря вашему руководству я стремлюсь предложить поддержку и связь, потому что в конечном итоге мы все являемся частью одного и того же человеческого пути. Комментарий: я нахожу утешение в божественном руководстве. Помните о силе настойчивости в добрых делах. Бог обещает урожай тем, кто не сдается. Хотя предстоящий путь может быть долгим, а задачи трудными, Его слово гарантирует, что настойчивость будет вознаграждена. Чтобы полностью понять Его учение, углубитесь в принципы Его Царства, понимание которых принесет мир во времена неопределенности. Пишите спокойно: настойчивость – залог мира. Учитывайте это, распространяя мудрость и любовь. Результаты могут различаться, некоторые смогут перенять общее знание, а другие нет. Но это не так. Снижает ценность того добра, которое вы делаете. Через распространяющуюся любовь и положительную энергию Бог незамедлительно действует от имени тех, кто верит в Его силу. Важно понимать, что это не просто семя, это вера, которую мы в него вкладываем. Что действительно имеет значение, так это непоколебимая вера в способность Бога взрастить и вырастить это семя во что-то великолепное. Комментируйте с верой: «Моя уверенность в божественном прорастании абсолютна». Священное Писание уверяет нас, что временные трудности, с которыми мы сталкиваемся, затмятся величием Божьего учения. Если вы ищете более глубокую связь с Ним, знайте, что речь идет не просто о понимании Святого Духа. Речь идет об объятии Сына, Отца и всей необъятности божественной сущности. Заявите с надеждой: «Я ищу более глубокую связь с Божественным». Можно идентифицировать себя как христианина, не ощущая истинной близости с Богом. Я уже был в таком положении раньше, но совершенно искренне в своих поисках вы можете открыть для себя трансцендентную близость к Богу, чувство, невыразимое словами, которое продвигает вас к существованию, наполненному благословениями,
добротой и милосердием. Напиши спокойно: «Я погружен в божественную благодать». Эта благодать, данная нам, гарантирует место в вечном Доме Божьем. Жизнь Давида является свидетельством этого особого помазания. Прежде чем стать царем, он был избран и помазан Самуилом, как и Саул. Такие благословения даются Богом, когда Он стремится внести существенные изменения или отразить свою славу через примечательные провиденциальные события. Комментарий открыт для изменений, которые хочет произвести Бог. Всегда помните об этом и знайте, что, как и два брата в Библии, Божьи помазания и благословения даются уникально, в соответствии с великими целями, которые Бог имеет для каждого из нас. Существуют особые замыслы и помазания, которые ждут, чтобы их открыл и испытал каждый человек, который верит и ищет лица Господа. Пишите с ожиданием: Бог говорит с вами сегодня, дитя мое, опираясь на обещание божественного помазания. Представьте, что вы получили прямое и утешительное послание. Вы приехали сюда не случайно.